Музыканты, сказители, певцы с разных стран мира на гала-концерте ознакомились с традиционной культурой своей страны. Азиз Батыров со своими 60 учениками на концерте представил гостям нашу традиционную музыку. Он исполнил произведение «Замана», слова которого принадлежат поэту Джениджоху Кокоеву, а музыку его преподавателю народной артистки Кыргызской республики Розе Амановой. Организаторы заслуживают высшую степень похвал за то, что руководят такого рода мероприятия. Я думаю, если мы будущему поколению с раннего детства будем прививать любовь к музыке, то наша традиционная музыка никогда не исчезнет, а наоборот будет процветать. Завершил неделю традиционной культуры заключительный гала-концерт мастеров профессионального музыкального искусства, где были награждены победители сказительного, инструментального и вокально-инструментального искусства. Мы в течение недели проделали много работы. Если сказать коротко, то 20, 21, 23 апреля прошли дни поэзии, песен, мелодий. Эти концерты прошли в Кыргызско-турецком университете. А 22 апреля в честь Дня традиционной музыки в Доме кино имени Чингиза Айтматова прошел показ документального фильма «Манасче», а в Кыргызском национальном драматическом театре имени Абдумумунова состоялся показ спектакля драмы «Куркут». Кроме этого, в Национальной академии наук 24 апреля состоялась международная научно-практическая конференция на тему «Роль традиционного музыкального искусства в эпоху глобализации». Музыкальное народное творчество кыргызов берет свое начало из глубины веков. Музыка всегда была нашим жизненным спутником. Также примечательна тем, что повествует о природе и жизни в горах. Тексты многих песен рассказывают о буднях кочевников, и даже в композициях, где нет слов, тонко передано соответствующее настроение. На гала-концерте министр культуры, информации и туризма Султан Джумагулов поблагодарил всех отечественных и иностранных участников и призвал делать все ради процветания традиционной культуры. Что такое независимость? Независимость – это не только герб, граница, армия, флаг, правительство. Это в первую очередь культура и язык. Мы побывали в разных странах мира, где они намного богаче нас финансово, но они беднее нас духовно. Они сейчас ищут свою родословную, традиции, так как не знают о нем почти ничего. А у нас есть своя история, культура. Мы с самого рождения, с воспитания в семье, с детского сада, со школы мы воспитываем любовь к родине. Напомню, в честь Дня традиционной музыки с 20 по 25 апреля по всей республике прошел ежегодный конкурс «Неделя традиционной музыки». Мероприятия проводили в 3 этапа конкурсного отбора по направлениям сказительного, инструментального и вокально-инструментального искусства. Для каждого блока конкурсного отбора было отделено по 1 дню. Главной целью мероприятия являлось распространение и популяризация традиционной музыки среди молодежи. Аджана Нурмаханова, Азат Муратбеков, «Пирамида».